В Беларуси само понятие шоу-бизнес, оно отсутствует полностью, напрочь. Вот только популярная эстрада кондовая, которая работает в угоду власть имущих и которая полностью работает под фонограмму, то есть эти люди, эти исполнители, они всегда будут в почете, в приоритете, вот, и на плаву. Нет лейблов, звукозаписывающих компаний, СМИ музыкальной направленности. Нема ж ніякого руху, болото, сапраўднае болото. Чакаем чагосьці. Няма ніякай установы ў Гомелі, якая была б культавай для рок-музыкантаў. Яны патрэбны і не адна, а некалькі патрэбны. Трэба, каб усе ведалі, што там, ось там. Нават там не ведаем, хто будзе іграць сёння. Пойдзем там у такі клуб, там заўсёды цікава. Залы есть сидящие с креслами, они достаточно вместительные, но у нас танцевальная все-таки музыка, и залов с танцполами, чтобы могли вместить достаточное количество людей, просто нет. У нас в городе есть, скажем, 4-5, может 6 сцен, на якіх праходзяць такія падобныя мерапрыемствы. Але гэта для такого вялікага гораду это просто кропля. Трэба, каб іх было 50-60, а не 5-6. Нет совершенно никакой базы для развития музыки. То есть музыкант, грубо говоря, работает просто себе в убыток, если говорить о материальном каком-то плане, и в полку в плане творческом. Работал там на рынке, работал в Москве гастарбайтером и куча еще всяких разных попыток везде поработать. Пообщался с интересными людьми, вот это надо обязательно отметить, потому что именно вот благодаря вот этому вот общению с интересными разными людьми я вот сейчас сделал эти концерты, потому что как бы по старым связям в итоге вышел вот так вот первый фестиваль живой позитивной музыки. Вот этот цвет немножко меньше, пожалуйста, сделайте. Очень часто мы влаживаем просто свои банально деньги и не всегда даже отбиваем их назад. Не хочется так проводить концерт. Всегда есть риск, то, что этот концерт, например, как-то в минус уйдет по деньгам, например. Сталкиваясь непосредственно с госучреждениями культуры, понимаешь, что действительно люди сидят не на своих местах. То есть человек совершенно далек от культуры, он не понимает вообще, что происходит вокруг. То есть я прихожу к нему, и я больше, например, знаю и могу рассказать, чем он мне. Может отдел культуры, например, горосполкома провести фестиваль не только Сожский карагод, например, да, а он же может провести фестиваль живой, рок-музыки, например. Так вось рок по своей природе это вольнодумство. А коли вольнодумство, так все боятся, конечно, это робить. Навошта нам тут вольнодумство? Там будет 10% магчымасць, што хтосьці шасці ляпне не тое, і ўжо адразу ніхто это не будзе рабіць. Трэба гарантыя, значит, трэба зноў мастацкія саветы нейкія там утвараць, якія будуць там адслухоўваць увесь гэты матэрыял. Это ж вялізная машына, каму это трэба. Группы, соответственно, белорусские в частности, выезжают часто в Россию или в Украину, потому что это единственная, например, возможность заработать деньги за концерт, получить деньги. Потому что в Беларуси за концерт получить деньги очень тяжело. Не хватает, наверное, креативных людей в Беларуси, которые готовы рискнуть какой-то определенной суммой денег для того, чтобы организовать концерт. То есть это Брянск, Смоленск, Киев, Москва. То есть в этих городах действительно на уровне
развивается шоу-бизнес, У той самай Еўропе, у той самай Германіі зарабіць на гэтым значна лягчэй, чым у нас. Таму што там проста існуе музычнае жыццё. Там яны купляюць сабе гэты маленькі аўтобусік, старенькі Volkswagen, і ездзяць на нём, выступаюць. Там за лета можна выступіць на 30 розных фестывалях і там не проста зарабіць, а сапраўды сабе імя зрабіць. Там лучше, чем здесь, и поэтому здесь не стремятся выступать, а если стремятся, то держат планку цены, и поэтому трудно кого-то сюда пригласить. люди просто перестают ходить на концерты. То есть на концерты приходят 40-50 человек. Почему так происходит? Ну, видимо, интернет, возможно, заменил людям живое общение и живую музыку. Людзі пойдуць, безумоўна, калі яны зразумеюць, што это модна. Трэба зрабіць, каб это было модна. І калі у кожным клубе, скажем, будзе традыцыя такая, там 3-4 дні у тыдзень адводзіць для цікавых гуртоў, калі это стане распаўсюджана, калі это стане звыкла, тады людзі пойдуць.